Россия, Удмуртия, Ижевск – город целеустремленных предпринимателей и экспортеров. А это журналисты, которые читают, пишут и рассказывают о республике самые искренние новости. Сегодня героем выпуска станет Богдан Анфиногенов, основатель первого удмуртского интернет-телевидения Даур-ТВ, методист Дома дружбы народов, легенда удмуртского рэпа, ярый футбольный болельщик, блогер и супер-удмурт. Именно ему предстоит открыть родную республику заново. Привет, Богдан, я Маша. Привет. Слушай, как думаешь, что общего между ножеточками, кофейными зернами и кротопугами? Даже не знаю, честно не знаю, что это такое. Уверена, что в конце дня ты точно сможешь ответить на этот вопрос. Отлично, только мне надо немного переодеться. Задача блогера – выполнить задание от журналистов, в то время как они следят за ведущими из редакции. По итогам прошлого года 612 компаний из Удмуртии успешно экспортируют свои товары. Им в этом помогает нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Среди прочих ижевская компания «Техностудия Профиль», которая производит заточные устройства. Каждая ножеточка начинается с 3D-моделирования, а после детали отдельно изготавливаются в различных цехах. Мы сейчас находимся в цехе ЧПО, и где из вот таких вот заготовок металла уже превращаются детали. Все составные части перед сборкой проходят техноконтроль, а дальше их собирают мастера своего дела. В день выходит около 60 устройств. Ну что, Горжиной шьет все, изделие готово. Можно менять сферу деятельности, мне понравится. Готовая ножеточка, пусть и напоминает космический корабль, очень проста в использовании. Наша заточка, она очень бережная, то есть аккуратно шлифуется металл слой за слоем под определенным углом, после чего мы переворачиваем и затачиваем на точно такой же угол. То есть у нас благодаря этому получается правильный профиль режущей кромки, собственно. Системами заточки пользуются в 86 странах мира. Сейчас компания расширяется и переезжает в новое здание на 250 рабочих мест. Попробуй настоящий колумбийский кофе. У нас около 250 видов чая всегда есть в прайсе и больше 70 видов кофе. Причем кофе прям со всего мира, там, из разных стран. Если я помню правильно, то из 25 стран мира. Каждое кофейное зернышко проходит большой путь, прежде чем оказывается напитком в чашке. Начинается он со склада. Затем зерна проходят процесс обжарки, и не простой, а воздушный. Мы дегустируем кофе путем приготовления его через фильтр. Таким образом мы раскрываем все вкусоароматические свойства максимально. Мы засыпаем молотый кофе и аккуратными плавными движениями начинаем вливать порционно горячую воду. Друзья, сегодня я попробовал у нас в Удмуртии настоящий колумбийский кофе. Божественно. Также эта компания из Удмуртии известна своими уникальными купажами чая с незабываемым вкусом и ароматом, которые рождаются здесь же, в лаборатории. Узнай, что такое кротопуг. Добрый день. Я получил сегодня очень интересное задание от журналистов узнать, что же такое кротопуг. Это вибрационный, электромагнитный и с запахом репеллента отпугиватель.
Компания CityTech занимается разработкой и производством гуманных отпугивателей грызунов и птиц, брудеров для цыплят и даже камней для охлаждения напитков. Выглядит он таким образом. Сверху находится солнечная панель, что позволяет устройству работать на садовых участках от обычного солнца. Автономно. Полностью автономно, да. Высоким спросом пользуется продукция в странах Азии и СНГ. Всего на карте мира можно отметить 116 точек. Автономный отпугиватель кротов с солнечной батареей. Но все, кроты не пройдут. Держитесь. Ну что, Богдан, удалось узнать, что общего? Да, я узнал, был на производстве всех предприятий и узнал, что общее это экспорт. И понял, что Удмуртия – территория будущего. Йоу, эшьёс, теперь я знаю точно, где самые продвинутые ножи-точки с ягодами чай и ароматный кофеек. Заварил, выпил и ваньмыс ок. Для кротов используй кротопук. Удмуртский экспорт – это супер, друг.